А какой самый красивый уголок Бурятии или Улан-Удэ? Алло, Ирина, ага. Где всякие развлечения есть. Больше всего мне нравится. Разобрались? Ничего. Больше всего мне нравится. Тимур! Баир! Уйди! Ну, больше всего мне нравится площадь Советов. Корона тебя идет. Короче, Конечно же, это Байкал. Очень красиво на него смотреть с горы. Там есть безымянном, есть такая гора, вот я не помню, называется пещера, там еще находится. Когда с него смотришь на Байкал, там все такая красота, там получается лес сначала, потом Байкал. Да. Для меня самый красивый уголок Бурятии Байкал, в частности Халук. Я очень люблю эти места, они мне с детства дороги, много воспоминаний семейных связано с этими местами. Но вообще Бурятия — это моя родина, она мне вся дорога. В целом, ну, больше вот это место любимое. У нас очень красивая земля. Я сейчас была дома 2 недели, просто гуляла по степи. Мне жалко европейцев, которые не знают, что это такое. Ну, может, кто-то, конечно, приезжал, но у нас, я поняла вообще, какое счастье, что я родилась вообще на этой земле. Это такая энергетика в степи, это вообще такие просторы, такая природа у нас красивая, столько земли, вообще это ни с чем не сравнить. Пусть не обижаются мои не коллеги, ну как некоторые жители Бурятии, но мне кажется, что красивее Агинских степей ничего нет вообще, потому что это вообще ни с чем не сравнимое удовольствие, когда стоишь, вообще хочется петь, да, танцевать, просто я лежала на траве, там вообще балдела. Какие-то любимые уголки, может быть, есть? Улан-Удэ. Бурятии, район. Тоже чего не знает, того не знает, степи своему. Бурятию знаю плохо. А в Улан-Удэ мне очень нравится проспект Победы. Вот это место, оно такое спокойное, тихое, и мне всегда кажется, что там какая-то аура не местная, ну то есть не провинциальная. Что еще? Даже не знаю, что еще. На этом ограничимся, да? На местах. Что мне еще нравится? Вот где мне нравится бывать, я не знаю. Слушай, правда не знаю. Мне нравятся вообще места, где вот можно вот так вот с высоты видеть город. Я всегда мечтала всю жизнь жить в Нью-Йорке, чтобы у меня был дом с окнами до пола. И где-нибудь на самом высоком этаже небоскреб. И чтобы так выходишь ночью почему-то, чтобы много-много огней, да, и короче, а за окном Нью-Йорк. Вот мечта. Это мне с общежития еще, когда я училась в Омске в университете, там тоже я жила в общаге на 8 этаже. И выходишь, там Иртыш был, и другой берег Иртыша, эти высотные здания, и все в огнях. И у меня мечта была, думаю, когда-нибудь я буду жить в Нью-Йорке. И там будет не город Омск, а город Нью-Йорк за окном. Вот. Ну, пока эта мечта осталась мечтой. Ну вот в Улан-Удэ все места, которые позволяют видеть город с высоты птичьего полета, мне очень нравятся. Самый красивый уголок Бурятии – это Закаменск. Все просто. Это место, с которым связаны мои детские воспоминания. Это то место, которое приходит ко мне во снах.
Это место, по которому я ностальгирую. У каждого человека в душе, где-то глубоко, тонто, так скажем, да? Место, в которое хочешь вернуться в любую минуту. То есть оно тебя манит, зовет, снится. Я давно там не была и боюсь даже возвращаться, потому что не хочется нарушать того идиллического образа, который остался в памяти. Какой для тебя самый красивый уголок Бурятии? У меня самый красивый уголок Бурятии, наверное, все-таки побережье Байкала. Потому что там изумительная природа, и Байкал наш очень красивый, она чистая. А кроме? Кроме Байкала, вот мне понравилась Баргузинская долина, которая находится между горных хребтов Баргузин и Иркут. Там очень живописные виды. И вообще в Бурятии, конечно, очень много различных видов ландшафта. И горы, и степи, и леса. Этот счет, конечно, не избалован. Какой самый красивый для вас уголок Бурятии? Наверное, все говорят Байкал, но еще кроме... Чаверкуйский залив. Именно Чаверкуйский залив из всего Байкала. Именно красивый, потому что там и горы, и тайга, и Байкал необыкновенный. Но это если Байкал. А если брать наш город, прям город, то, наверное, сегодня красив наш центр. Вот, площадь, фонтан возле оперного театра. Да вот выйти сюда, к бурятской драме, да, и посмотреть в сторону Тарбагата, смотреть в сторону Балки. Очень красиво. Очень красивое место. Очень красиво было раньше, например, идти по проспекту вот отсюда, от этого, от ювелирного магазина, идти и смотреть на Хамурдабан, особенно во время заката. Очень красиво. Но теперь эта панорама очень сильно испорчена. Ее, собственно, уже и нет. Вот. Очень красиво было. Так вот идешь по проспекту, ну, уже, наверное, дом, где напротив танка, да? Вот. И была очень красивая перспектива на театр оперы и балета, опять же, на тот же Хамурдабан. И архитектор Федоров, который строил этот театр, он, по-моему, учитывал эту точку обзора, вот, потому что в какие-то моменты, именно когда солнце уже практически заходит за город, там картина была просто феерическая. Как красиво просвечивался театр. Вот, но теперь там стоит вот этот вот безобразный, уж как бородавка, как нарост какой-то мерзкий такой, знаете, злокачественный. Стоит торговый комплекс «Сибирь», торгово-гостиничный комплекс «Сибирь». Здесь теперь с проспекта нам всю эту панораму на старый город. Было очень красиво, кстати, с проспекта смотреть на старый город. Ну, издали эти деревяшки смотрятся же как-то очень так атмосферно, как-то очень поэтично. Вот, теперь это все закрыто Galaxy, он закрывает этот обзор весь. Латинский пассаж очень тоже портит картину, безобразный, похож на турятник, хаотичный такой весь. Было очень красиво смотреть с улицы Ленина. Как-то так, знаете, так, даже вот, ну, какой-то, вот, казалось бы, смотреть на проспект было очень приятно оттуда снизу. И вот казалось, ну что, дома, а как-то так вот, какой-то такой вдох рождало, какой-то освобождающий, такой вдохновляющий. Вот, я совсем недавно поняла, что вот эта вот цепь проспектовских домов, она
архитекторами, ну вот это строил Миннард, да, Людвиг Миннард сделал. Кто делал другие дома, я не знаю. Кто вообще сочинял эту перспективу, эту стрелу проспектовскую, не знаю. Но люди отразили вот этот вот ритм Хамардабана. И это меня, когда вот до меня, например, это дошло, это меня так растрогало. Я как-то прям такой благодарности преисполнилась к тем, кто это делал. Я же знаю, что это люди не местные, что они приезжие. И такое чувство благодарности к ним за то, что они так бережно отнеслись к этим местам, к нашим, так любовно. Ну и, соответственно, представляете, какие-то чувства у меня к тем, кто настроил вот этих злокачественных архитектурных наростов. Молодежи нравится. Молодежь у нас культурно не образована. Природа и Байкал, и вообще сама Бурятия достаточно суровая такая. Выделить какие-то моменты из чего-то, чтобы вот тут там такая пушистая зелень или что-то еще. Но это тайга прежде всего, даже просто элементарно зашел в тайгу, уже красиво, да? С сыном мы были, наверное, где-то маленький был, лет 6, наверное. Мы поехали в Меркитское ущелье. Ну, казалось бы, голая степь. Я же не нужна тебе показать. Казалось бы, голая степь. Нагромождение скал, небо, палящее солнце. Впереди степь, прямо расстилающая степь, ни цветочка, ни кустика, под которым можно будет спрятаться. И знаете, вот что интересно, леса рыжие. Вот посреди всего этого безмолвия, нагромождения вот этих вот скал с одной стороны, с другой стороны степи, рыжая лиса. Такая одинокая, такая симпатичная. И я тогда была просто поражена. Я вот воочию вот так в дикой природе первый раз увидела рыжую лисицу. А потом не было ни облачка, и из-за скалы, вот там, где туристы туда погружаются, сейчас, где по преданию спрятано очень много сокровищ и золота, вот в этих пещерах, вот прямо вот вышло, вот из этой скалы вышло облако. Одно единственное, посреди всего вот этого голубого неба. И это облако начало принимать разные формы. Я увидела собаку, я увидела свинью, и я увидела, извините, человека, сидящего за столом, который напомнил мне Ленина в Шушинском. Вот. И это облако также пах и испарилось моментально. То есть вот у тебя на глазах, вот оно показало тебе какие-то картинки и испарилось. Вот это чудо. Это просто чудо, я считаю. На меня это произвело очень неизгладимое впечатление. Вот, это Меркитское ущелье. Ну, про Байкал я даже, наверное, и говорить не буду. Конечно, ну, если говорить о Байкале, то все-таки мои любимые воспоминания с детства. И сейчас, когда я езжу уже много раз и в разные места берега Байкала, это все-таки, конечно, Максимиха. Там я чувствую себя вот как-то вот очень соединенной с этим местом, с природой, с водой. Ну, как-то мне там хорошо. Почему-то спокойно, душевно и хорошо. Мне очень нравится, что у нас разнообразная природа. В какую бы сторону от Улан-Удэ не поехал, ты можешь встретить степи, горы, море, скалы, все что угодно, озера, леса. То есть у нас в Бурятии чего только в Бурятии у нас нет. Нужно говорить. Ой, ну вообще много. Река красивая. Ну, естественно, Байкал. Ну, мне Байкал нравится со стороны Баргузинской. Та часть. Максимика, там туда едешь. Очень красиво. Наверное, когда дорогу построить, там будет просто не протиснуться.
с одной стороны, кажется, скорее бы дорогу построили, а с другой стороны, думаешь, хоть бы не строили, что ли. Ну, в общем, красивые очень места. Потом, вообще, я не знаю, я вот все хочу в Яраму съездить. Там вот, как же называется, вот, там Дацан есть, где привезли вот эту Будду. Раньше это сандаловый Будда был, потом взяли, покрасили. Зачем покрасили? Я хочу туда съездить, говорят, там очень красиво. Как же, Ярам там. Когда не доезжая, говорят, Ярам там есть. Вот, ну, много красивых, конечно, мест. Ну, вот это, конечно, особенно это Тункай и особенно Байкал со стороны Баргузина. Необыкновенной красоты там. Ну, что-то там такое необычное. Вот. А Тункай это просто, вот, когда подъезжаешь, и когда вот так долго не смотришь, там, предположим, все, дорога, потом раз, поворачивается направо дорога к Аршану. Едешь как бы, вот я даже делала такой эффект, не поднимала голову-то, потом, когда совсем близко к горам подъехали, я там посмотрела, дух прямо заходится вот тут дух. А мы однажды подъезжали, когда была жуткая гроза, такая гром, молния, тучи черные, и вдруг, значит, в блеске таком разряде молнии, да, эти горы такие темные, ой, вообще необыкновенное зрелище. Я так-то на камеру записывалась, никак не могу. Вот у меня провод вот сейчас куда-то исчез. Не могу посмотреть. Какой для вас самый красивый уголок Бурятии? Ой, это Тункинский Аршан. Это прекрасно. Там очень красиво. Ой, при въезде там действительно Гималаи. Очень красиво. Это самый красивый уголок Бурятии. Ну, у каждого свой. Ну, тоже Арангой, тоже красивый уголок. Друзья приезжают, говорят, как у вас красиво, речка рядом, все у вас рядом, очень красиво, воздух свежий. Конечно, это самый красивый уголок для нас, допустим, да, но когда я поехала, но там больше 15 дней не проживешь, потому что мы в гостях, а все равно тянет домой.